давно я говорил, что еще с 99-го года вопрос государственного устройства вызывал противоречия. И, наверное, с эпохи первого политического противостояния надо было переходить к реформам государственного управления. Но для того, чтобы проводить, определять, какие реформы нужно сделать и как их сделать, да, для этого надо определиться вот с какими целями и с какими задачами надо их соотносить. Сегодня много разговоров о реформах, но у меня такое ощущение, что мы вот реформы рассматриваем исключительно с точки зрения, что у нас власть всегда будет плохая, и нам реформы нужны только для того, чтобы защищаться от власти. Ну, извините меня, так сложилось. Так сложилось, но мы должны в конце концов думать не только о защите со стороны власти и о возможности развития. А для чего нам власть, если мы не будем развиваться? То есть возможность развития тоже должна быть предусмотрена. И поэтому реформа не должна носить тот характер, просто защищаться от произвола власти. Но, допустим, избранный президент будет 5 лет сидеть на своей должности и не решать основные задачи, и нет никаких законных оснований предъявить ему каких-либо претензий. О чем я и говорю. То есть здесь вопрос реформ, на мой взгляд, это частичное перераспределение полномочий, частичное, но вопрос возникает о том, кому какие полномочия надо распределить. Для меня лично очевидно, что надо определиться с органом, который будет выполнять представительскую функцию. Это как в России Совет Федерации. Ну, как, да, можно назвать это Верхней Палатой, можно это называть каким-то иным способом, но представительскую функцию наш парламент не выполняет. По сути дела, он остается законодательным органом, представительская функция не выполняется, и, к сожалению, вот за последние события показали, что парламент, в принципе, отказался от выполнения представительских функций. Дальше система государственного устройства предусматривает вопрос распределения полномочий и вопрос, кому надо какие права предоставить. Лично я считаю однозначно, да, президенту нужно право распуска парламента. Но при наличии баланса соответствующего, вопрос, кому предоставить баланс. То есть кто может выразить недоверие президенту? Да, я считаю, что право импичмента президенту надо представлять не парламенту, а этому представительскому органу власти, который будет действительно представлять народ. А из кого их выбирать? Это вопрос сложный. И отдельная тема. Да, это отдельная тема, это много нюансов в этом вопросе, как это представительство обеспечить, каким образом его обеспечить. Но сам факт, что такой орган необходим, на мой взгляд, это очевидно. И именно этому органу надо передавать право импичмента президенту, а президенту действительно предоставить право распуска парламента. Потому что если парламент не будет принимать соответствующие законодательные инициативы для осуществления реформ президентом, то это блокирование деятельности исполнительной власти, это ограничение, это бездействие исполнительной власти в плане реформ. То есть таким образом развиваться не получится. Это будет вот стояние на одном месте в случае возникновения расхождений. Но помимо реформы системы органов государственной власти, на мой взгляд, само общество тоже нуждается во внутренних реформах. Когда мы говорим об обществе, я все-таки подчеркну здесь, основным источником внутриполитических проблем является все-таки абхазский этнос. Здесь нет межнациональных вопросов, здесь нет межэтнических конфликтов в этих вопросах. Здесь внутри нашего этноса вопросы борьбы за власть и так далее и тому подобное. Поэтому именно наш этнос, именно наше общество нуждается в определенном реформировании. В каком реформировании оно нуждается? Нам надо определить для себя, да, куда мы идем
по какому пути мы развития движемся. Мы движемся по пути утери своей культуры, утери своих традиций, превращения непонятно во что и в кого. И тут, конечно, появляются такие ценности, как трансформатор, щебень, бетон и так далее. И тому подобное. Моральные ценности, они здесь неуместны становятся. Либо мы возвращаемся все-таки к своей культуре, к своим традициям и возвращаемся к морально-нравственным ценностям. По этой причине мы считаем, я лично в том числе, и вот люди, с которыми мы работали над этим вопросом, вместе с Абиги работали этим вопросом, мы считаем необходимым возрождение традиционного народного института, основанного на абхазской культуре и на абхазской традиции. Этот институт нужен для того, чтобы возникло общественное согласие, которое нам необходимо. Не только в плане политической борьбы за власть. Объясню, почему. Тут же возникает еще подобного рода ситуация, противоречия, когда оппозиция всегда выступает против власти. И оппозиция всегда, практически во все времена, апеллирует к власти от имени народа. Но представим себе такую ситуацию, что, допустим... Но власть то же самое делает. Представим себе, власть то же самое делает. Представим себе такую ситуацию, что, допустим, власть действительно хочет провести хорошие и качественные реформы, а какие-то определенные группы, обладающие финансовыми ресурсами, не хотят осуществления этих реформ. Естественно, они будут применять всевозможные методы для того, чтобы привлечь на свою сторону протестантов, и будут апеллировать к тому, что народ не согласен, народ не хочет. А как определиться с этим народным мнением? Вот. Поэтому мы и говорим о том, что нам нужно прежде всего в нашей местности достичь общественного согласия, достичь консенсуса. Консенсус – это выбор пути развития. То есть мы должны прийти к одному варианту. Никаких компромиссов здесь быть не может. Компромиссы – это в других совершенно вопросах. Здесь у нас один путь развития. Путь развития нами уже давно определен. Закреплен даже в Конституции. Закреплен в Конституции, всенародным голосованием. Эта Конституция была утверждена. Все, мы по этому пути развития идем. Все, что идет вопреки или поперек этого, оно неприемлемо и недопустимо никем, никакой стороной, ни властью, ни оппозицией во все времена, либо какой-то новой политической группой. Это недопустимо. В обществе возникает согласие, и учитывая наши ментальные особенности, нашу психологию, наши взаимоотношения, наши коммуникации в обществе, в случае возникновения подобных ситуаций в обществе уже будут все-таки преобладать нравственные вопросы.